Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Асем. Как проходят ваши выходные? Надеюсь, у вас все хорошо. А сегодня мы с вами приготовим такие вкусные, очень нежные, вкус детства, которые продавали в столовую, пирожки с капустой. Тесто получается само по себе очень нежным, очень эластичным, а начинка просто слов нет. Для этого надо попробовать приготовить. Друзья, обязательно сохраняйте рецепт. Я уверена на 100%, что ваши близкие оценят эти пирожки на ура. Тогда, друзья, начинаем готовить. Для этого нам нужна мука, растопленное сливочное масло, яйца 2 штуки, соль 1 столовая ложка, дрожжи, сахар, подсолнечное масло, теплое молоко. Теплое молоко вливаем в миску, сверху всыпаем сахар, соль и дрожжи. И хорошенько перемешиваем венчиком до растворения сухих дрожжей. Как только дрожжи растворились, сверху вливаем наши яйца, растопленное масло. Хорошенько перемешиваем. И порционно добавляем муку. Перемешивая до загустения. Далее добавляем муку и месим рукой нежное тесто. Тесто и так-то само получается очень нежным, очень эластичным. Вот, друзья, посмотрите, какое нежное тесто. Не прилипает к рукам. Очень эластичное тесто у нас получилось. Теперь же сверху вливаем подсолнечное масло и руками месим до однородности. Как только замесили наше тесто, закрываем крышку и ставим на теплое место. Ставим на час, на 2 часа в теплое место для того, чтобы поднялось. А пока тесто поднимается, в сковороду вливаем подсолнечное масло, сверху мелко нашинкованные капусты, морковь, и мелко нарезанный лук. Все это хорошенько перемешиваем, закрываем крышку и обжариваем на среднем огне. После добавляем соль, черный перец по вкусу. Все это хорошенько перемешиваем и обжариваем на среднем огне 15-20 минут. Как только начинка готова, снимаем с огня, остужаем. А наше тесто уже подошло. Хорошенько разминаем. Раскатываем в жгут
и делим на ровные части. Я поделила на 70 граммов. И также все делаем со всей тестой. Как только поделили, формируем шарики и сверху закрываем полотенцем. Далее берем по одному тесту, раскатываем не очень тонкий пласт и сверху кладем нашу начинку. Кладем начинку, хорошенько распределяем и формируем вот такие треугольники. Можете любую форму сделать по желанию. Вот должны получаться вот такие треугольники. И опять же делаем со всей тестом. Еще раз берем одну тесту, хорошенько распределяем скалкой. Опять же сверху ложим начинку и формируем треугольник. Берем противень, застилаем пергаментной бумагой и сверху распределяем наши пирожки. Вот наши пирожки готовы. Сверху смазываем яичным желтком и молоком. И отправляем в разогретую духовку на 170-180 градусов до готовности. И, друзья, наши пирожки готовы. Вы только посмотрите на эту красоту. Как они поднялись. А аромат по всей кухне. Надо попробовать. Вкус, друзья, я вам скажу, просто слов нет. Вы только попробуйте. Обязательно приготовьте, настоятельно рекомендую. Дети и взрослые будут в восторге. Друзья, обязательно сохраняйте рецепт, а мне лайк, комментарий. Буду очень рада. А я с вами прощаюсь. С вами была Асем. Удачного приготовления. До скорых встреч. Будьте здоровы. Пока-пока.